Я считаю себя первым учеником Мамуша Фаравача Керносана. Я с ним после армии 1973 года начал работать в музее под руководством от моего учителя Мамуша Фаравача Керносана. Удачный директор был музея Мамуш, удачный человек. Он меня привел в Мамуш Фаравача. Вот твой ученик. Давай ты сделай из него человека. Мы с учеными вам доверяем вот со всех наших Туве много тюркских каменных изваяний. Их собирать надо в музей. Вот. И разные вот, древние писанины, вот, их тоже собирать. Потому что эти каменные изваяния, их оттуда без спроса берут и увозят в Ленинград. Так что у нас ничего не останется. Поэтому, когда Мамуш Фаравача меня принял, он сказал меня: ты сейчас мой сын. Вот. Всегда меня он сыном называл. И тебе надо посвящать шамана. Потому что у нас трудная задача. Если вот камень завяния на полях где-нибудь вот это, их запросто их нельзя отсюда брать и вести. И поэтому там обряды делали. И кормили духов. Это козье. И поэтому тогда Мамуш Фаравача Керносана из музея старые вот шаманские одежды и бубны взяли. У нас заказало туда, за какими есть этот серебряный источник Мурмулак, там посвятил меня. И потом все время вот ходили и обрядом делали и просили этот, и привозили в музей. Я тогда мне дали машину ГАЗ-51. Поэтому вот этот фестиваль, который посвящен имени Мамуша Фаравача Керносана, это очень такое радостное и событие получается. Потому что он всего в мире, и даже не России, а везде в мире, не было никакой шаманской организации. Он первый учредитель шаманской организации Тюнгур. Вот. И потом от Тюнгура начали вот все шаманские организации вот, у нас учреждались. И в других регионах России. Поэтому я в Ленинском здесь написан, вот этот, я прочту. Так как, конечно, я волнуюсь. Амирменди, добрый день, дорогие участники первого фестиваля шаманизма Тюнгур и имени Мамуша Фаравача Керносана. Я рад приветствовать вас на первом фестивале шаманизма не только нашей Тувы, но и всей России, всего мира. Значимость нашего фестиваля трудно переоценить. И я очень рад, что наше правительство организовало его и помогает развитию шаманизма. Что такое шаманизм? Это традиционная культура народа, уходящая корнями и глубину веков. В шаманизме нет учений, нет философии, нет написанных книг, которым нужно следовать. Шаманизм — это сама жизнь. Шаманизм — это древнейшее мистическое наследие наших предков.
по сведениям, которые я собрал, выдающийся исследователь шаманизма Кирилл Осман, мой учитель, с которым я начал работать в нашем республиканском музее 70 года. Так вот, он говорил, что в древние времена из 9 девизов 3-4 слышали чего-то. Вот близкий человек, то есть были ясно слышащими, а один видел нечто. Вот близкий человек, то есть был ясновидящим. Я тоже это слышал от своих предков. Я сам это чувствую. Мы имели очень сильную связь со своей душой и духом. Или по-английски «хеяд» сюда, Господом. Также сильную связь со своими истоками, родом и природой. Шаманизм есть неразрывная и естественная связь человека и живой природы. Это связь с духами природы, воды, растений, камней, огня, солнца, луны, звезд и разных многослойных небес, теергер, Всевышнего Духа Хайрахан. А призвание шамана — это помощь людям, их защиты от темных сил. Это поддержание гармонии между людьми и окружающей их природой. Я очень желаю, чтобы на фестивале каждый смог душой понять древнейшую культуру предков, а также пользу шаманов и шаманизма для нашего общества. Сегодня здесь собрались шаманы, ученые, чиновники, общественные деятели, жители и гости Республики Тыва. Желаю всем вам, вашим детям, родным и близким, всему народу моей родной Тывы, нашей великой России, мира, здоровья, радости и счастья. Өршие хайрата. Спасибо. Уважаемые гости, разрешите пригласить к микрофону дочь Мамуша Барахевича Марину Мангушевну.